апреля этого года офисы Единого информационно-расчетного центра Башкортостана Уфы и Уфимского района переходят на новую систему обслуживания клиентов по предварительной записи. Обсудим сегодня это в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Андрей Травкин, генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Республики Башкортостан. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас с вами поднимаем тему, которая, наверное, актуальна практически для всех жителей Республики Башкортостан. Это важно, это касается практически каждого. Но для начала давайте обсудим. Вот мы привыкли к разным аббревиатурам, но вот Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан, что это за организация? Давайте поподробнее расскажем, когда была создана и для чего. Эта организация была создана в 2019 году при инициативе энергетической сбытовой компании Башкортостана как дочернего общества Интеррао и правительства республики. Создана она была исключительно для того, чтобы сделать начисления и расчеты за ресурсы, которые потребляются гражданами, абсолютно прозрачными. То есть суть и функционал этой организации заключается в том, что каждая ресурсоснабжающая организация заключает с ней договор, и на одном платежном документе в едином QR-коде, где зашифрованы все ресурсы, которые потребляются гражданами, может любой гражданин оплатить эти ресурсы. Сканирует QR-код и оплачивает. Ну вот многие, наверное, наши телезрители, некоторые, если не многие, то скажут о том, что у них приходит не одна квитанция, а несколько. Ну, в частности, в Уфе. Ну, действительно, допустим, наша газоснабжающая организация, головная «Газпром Межрегионгаз Уфа», выпускает свой уникальный платежный документ, и услуги газоснабжения оплачиваются отдельно. Тепло, то есть тепловая энергия в виде горячей воды, отопления, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия во многих районах города, там, где присутствует Баш-РТС, СКБ и Уфа-Водоканал, получают единый платежный документ ЕИР-ЦРБ. Я правильно понимаю, что Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан – это своего рода посредник между жителями республики, которые оплачивают эти услуги, и ресурсоснабжающими организациями? Ну, посредник – нехорошее слово, воспринимается как-то тождественно. Упрощает жизнь. Да, это, скажем так, не посредник, а помощник. То есть в лице ЕИРЦ каждая ресурсоснабжающая организация показывает свои начисления и поручает производить оплату за свои ресурсы. А ЕИРЦ РБ, как платежный агент, принимает эти деньги и направляет ресурсоснабжающим организациям в соответствии с этим договором. Но вот реализуется именно внедрение единого платежного документа ровно так же, то есть показатели также отправляют жители, могут оплатить. А если вот нет возможности сразу оплатить, допустим, можно какую-то часть оплатить, а затем уже, вот как с этим обстоят дела? Очень просто. Единый QR-код позволяет, то есть когда на мобильном устройстве считываешь этот QR-код, раскрываются сразу все начисления, то есть за электроэнергию, за воду, за водоотведение, за горячее водоснабжение, за отопление. И каждый гражданин, если сомневается в справедливости начислений, может их галочку не ставить и, соответственно, не оплачивать. Прийти для очного обслуживания или задать вопрос в личном кабинете клиента, если возникли какие-то вопросы, и уже ресурсоснабжающая организация ему на это ответит. Очень удобный интерфейс, кстати, для взаимодействия у ЕИР-ЦРБ со всеми клиентами. Мы его недавно обновили, и он стал еще более дружелюбным. Насколько часто, кстати, возникают вопросы у жителей республики? Ну, довольно часто. Особенно это происходит тогда, когда меняется сезон. Предположим, начинается отопительный сезон, увеличиваются платежи за отопление, и граждане все чаще обращаются для очного обслуживания в клиентские офисы Единого информационно-расчетного центра.
Андрей Анатольевич, давайте еще раз проговорим, какие ресурсоснабжающие компании входят именно вот в единый информационно-расчетный центр. Условно говорю, да, что входит единый информационный конечно, да. центр. Я назову скорее нарицательные наименования этих организаций, потому что в каждом районе республики может быть водоканал, но он может быть Сибайский, Баймакский, Учелинский и так дальше. Так вот, значит, водоснабжающие организации, то есть водоканалы разных районов республики, теплоснабжающие организации, то есть тепловые сети, это СКБ как гарантирующий поставщик, который обеспечивает электроэнергией всех граждан, проживающих на территории республики. Фонд капитального ремонта к нам присоединился в конце прошлого года, то есть все начисления за фонд капитального ремонта также представлены в этом едином платежном документе. И замыкает, скажем так, базовый наш партнер – это организации, которые осуществляют утилизацию ТКО. Ну, в нашем случае это Экосити, которая работает по своим зонам обслуживания утилизации ТКО, и Экология Т. Андрей Анатольевич, вы уже сказали о том, что есть и личный кабинет, которым могут воспользоваться, да, жители республики. Есть возможность прийти в офис, и теперь эта услуга еще и доступна по предварительной записи, да, именно в частности в Уфе, в Уфимском районе. Везде ли она, кстати, была доступна? Она везде доступна, она в каждом районе республики реализована. Причем записаться на предварительную запись, это сэкономит время каждого, кто обращается. То есть не надо сидеть, дожидаться своей очереди, брать талончик и сидеть и ждать. А просто-напросто через личный кабинет, через сайт ЕИРЦ, через телефон горячей линии можно записаться и задать те вопросы в режиме очного обслуживания в том клиентском офисе, который наиболее близок, удобен, ну и привычен нашим гражданам. Сколько всего в республике офисов единого информационно-расчетного центра? Навскидку. Ну, я скажу так, в 63 районах республики в каждом есть клиентский офис, плюс в Уфе 11. И недавно, насколько я понимаю, открылся еще один офис в Уфе. Да, центральный офис называется офис Менделеевский, на улице Менделеева, дом 132. Открылся большой клиентский офис на 18 окон, то есть там просторно, буквально вот мы открыли двери 1 апреля. Какими способами жители республики еще могут обратиться в единый информационно-расчетный центр? Я имею в виду, может быть, есть и горячая линия. Я уже сказал, я повторю. Итак, личный кабинет клиента ЕИРЦ – это сайт без авторизации, может обратиться, может позвонить на телефон горячей линии, может для очного обслуживания получить талончик в электронной очереди и там же записаться на удобное время и прийти в это время. Вот основные каналы. Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан, ну, наверняка никак не влияет на изменение тарифов, верно, которые происходят? Никак? Нет, никак. О тарифах, о собственном экономическом благополучии каждая ресурсоснабжающая организация заботится самостоятельно. Но при этом вы владеете информацией, и жители через вас тоже могут уточнить, почему, например, изменилась сумма и так далее. Да, безусловно. Такую справочную информацию каждая ресурсоснабжающая организация нам сообщает, и мы в обязательном порядке ее печатаем. Андрей Анатольевич, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о тех услугах, которые предоставляете. Я думаю, что сегодня коммунальные платежи – это один из таких вопросов, который актуален и интересен. Спасибо. Конечно, спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.